Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире канал Next TV, и вы смотрите программу «История успеха девушек из Кыргызстана». Мы сегодня пригласили в студию гостя, это Эльнура Сулайманова, она является основателем фонда Inspire Central Asia. Добрый вечер, Эльнура. Здравствуйте. Спасибо, что согласились прийти в студию и поговорить на столь важную и актуальную тему. Спасибо вам. Я думаю, история успеха, особенно когда она касается девушек, это очень важно для нашего общества сегодня. И вы работаете в этом направлении вместе с вашим фондом, с вашими коллегами. Для начала расскажите о себе, о вашей деятельности и почему вы решили заняться этим делом. Спасибо большое. При поддержке Европейского Союза мы посетили ряд учебных заведений, и была предоставлена такая возможность поделиться опытом, именно тем, через что мы прошли с молодежью. Лично мне была предоставлена возможность встретиться с ребятами, которые учатся в детских домах, и была такая площадка, она была, надеюсь, очень полезна для молодежи, потому что, опять же, как мы говорим, да, когда мы или судьба нам предоставляет определенные возможности, мы учимся и в свою очередь должны делиться тем, что мы получаем с теми, кто подрастает. Спасибо большое еще раз. Говоря о себе, да, мы основали фонд Inspire Central Asia. Он, в свою очередь, тоже ставит целью именно привести в регион, Центральную Азию, успешных личностей. В основном акцент ставится на бизнесменах, которые добились определенных успехов. И помимо того, что мы приводим их и просим поделиться их опытом, мы также пытаемся привлечь инвестиции в Центральную Азию. Сама я получила образование здесь. Вы учились за рубежом, насколько я знаю. Здесь именно на степень бакалавра получила в Американском университете Центральной Азии, один из передовых университетов, и магистратуру, да, в Великобритании получила, в университете Сент-Эндрюс, Шотландия, и также училась в Лондонской школе экономики и политических наук, которая, собственно... Эльнура, скажите, с какими сегодня проблемами сталкиваются девушки из Кыргызстана, когда они хотят реализовать свои планы, идти к какой-то цели большой? Ведь вы не случайно занялись именно этой проблемой? Действительно, если задуматься, Кыргызстан, конечно, не последняя страна именно в смысле защиты прав человека, да, то есть мы опережаем многие страны. Особенно в Центральной Азии. Может быть, даже на просторах СНГ, я бы сказал, со многими странами, да, то есть многие международные организации, многие локальные организации, да, они уделяют большое внимание и пытаются внести в свою лепту в то, чтобы девушки, да, развивались в сторону светлого будущего, понимали, что есть и к чему идти. Ну, как вы сказали, конечно, есть к чему идти, да, то есть, собственно, все-таки барьеры существуют, потому что существуют определенные рамки, стереотипы существуют, ментальность. Да, особенно в развивающихся странах, где идеология развивается, да, то есть и в плане экономики, где экономика развивается, да, то есть бывают определенные, как на английском языке говорят, gaps, да, то есть и люди именно ищут луч света и могут именно направиться не туда, да, то есть
То есть все-таки есть барьеры. Да, вы уже говорили о гендерном равенстве. Вы лично сталкивались в своей жизни вот, с этой проблемой? Наверняка были, да, какие-то моменты, когда вот приходилось самой проходить через это. В свою очередь, с одной стороны, я бы сказала, что, то есть, мне, может быть, судьба благоволила, но я видела случаи, когда и до сих пор вижу, насколько много трудностей можно встретить из-за того, что, опять же, есть такие барьеры и стереотипы, да. Опять же, то есть в плане ведения бизнеса, да, то есть многие наши коллеги говорят, что, то есть многие важные вопросы решаются как бы именно между мужчинами, то есть опять же, да, то есть на этом уровне это начинается с детей, что девочки не должны делать так или мальчики не должны делать так, да, прививается, а потом уже даже вот уже у взрослых. Тем самым мы ограничиваем, да, личность да, например, в развитии. IT, да, то есть мы как раз опрос провели среди детишек, да, вот, например, IT-технологии, что, то есть именно и программирование для мальчиков. На самом деле, вот наши девочки, да, сейчас мы видим, что многие программы активно реализуются, и многие наши девочки в этом направлении достигают очень больших успехов. Поэтому, да, мы сталкиваемся, но опять же пример показывает то, что нет на самом деле рамок и нет барьеров, есть только вот наше право, которое по Конституции принадлежит нам. И тут уже, конечно, зависит все от именно способностей человека, нежели от его принадлежности к тому или иному гендеру. Как вы считаете, Ильнура, в Кыргызстане сегодня готовы вообще открыто обсуждать проблемы гендерного равенства? Кыргызстан, как я ранее сказала, все-таки движется впереди многих других стран, да, то есть и мы начали поднимать, может быть, где-то болезненно, да, то есть в некоторых местностях в силу, может быть, религиозных или других, то есть именно отношений, но мы видим, что наше гражданское общество, оно активно. И, например, даже если взять пример участия женщин в политике, да, то есть то, что добивается квоты, внесения квот для женщин, чтобы быть представленными в парламенте, то есть в местных кенешах, это уже говорит о том, что этот вопрос поднимается, и мы то есть озвучиваем, когда во многих других странах молчат. Но в связи но также, конечно, важно отметить, что есть куда идти, да, как бы есть еще такая дорога, которую мы должны, я думаю, осилить. Скажите, что вам лично вот помогло вот реализовать себя как личность, как-то перешагнуть через эти стереотипы? Наверняка вы тоже с этим сталкивались, да? Да, то есть, да, мне кажется, многие девушки сталкивались, опять же, со стереотипами. Ну, может быть, на психологическом уровне хотя бы. Ну, у меня вот, лично с малых лет, то есть, была очень большая поддержка со стороны родителей, и, можно сказать, был доступ к образованию, хорошему образованию в школе, то есть, опять же, были учителя, которые поддерживали и верили, то есть именно в лидерский потенциал, и чему я очень благодарна. То есть мне по жизни помогало мое окружение, оно поддерживало. Конечно, были барьеры, но когда рядом такие родные люди, то есть, опять же, учителя, да, то есть и дальше уже профессура, как в американском университете, жизнь дается легче. То да? есть, среда очень сильно влияет, да? Среда на очень процесс. сильно влияет, и образование очень сильно влияет, потому что, да, бывают очень сложные моменты, да, когда говорят, да, ты не сможешь, и, например, в окружении очень
успешных людей, да, все равно бывает так, что девушкам иногда некоторые люди пытаются отвести в другое место, будь это в политике или в бизнесе, но именно вот образование, в то, что ты знаешь, придает уверенность. Мне кажется, это очень важный аспект да, образования, очень да, важный особенно аспект, для особенно женщин, девушек, для девочек. девушек, да, и в то же время для парней, для мальчиков образование – это основа. То есть почему вот управляют, да, то есть почему люди управляемы, большинство людей, да, как мы говорим, потому что, к сожалению, у многих нет доступа к знаниям, нет способности критически оценить определенную информацию, да, даже, то есть и сказать, что это нет, это не относится ко мне, да, то есть мнение общества это одно, а твои цели, твои задачи в жизни это другое. Но многие, к сожалению, в силу разных обстоятельств не могут противостоять и в связи с этим сталкиваются с очень большими трудностями в жизни. Ну и потом образованная женщина, это и образованные дети, соответственно, дети уже делают свой профессиональный вклад в развитие общества в целом, в экономику в том числе, правильно? Полностью согласна. Полностью согласна. Вот как раз Кыргызстан, вот, насколько я помню, 25 лет назад стал частью Пекинской декларации, да, вот, по именно правам женщин. И был ряд действий, которые, вот, например, Кыргызская республика очень успешно выполняет. У нас есть такие организации, как ООН «Женщины», да, то есть, опять же, Евросоюз и другие, которые поддерживают именно доступ к образованию. И, соответственно, мы видим, что многие женщины, девушки, несмотря на возраст, да, то есть они успешно начинают заниматься, например, опять же, вот социальным предпринимательством, да, проходят краткосрочные какие-то курсы. И мы видим, насколько это хорошо отражается на их детях. То есть все-таки тоже есть такое выражение spillover эффект, да, то есть это как бы побочный эффект. Мы образовываем женщину, а получаем такое вот детей образованных, уважающих других. Да, но в то же время не всегда кыргызские мужчины приветствуют, когда женщина проявляет такую активность в бизнесе, начинает зарабатывать деньги, становится успешной, согласитесь, и такое тоже встречается. Да, такое тоже встречается, и мне кажется, вот именно образование, именно качественное образование, будь это девушки или мужчины, да, то есть если они получают хорошее образование, если они видят мир, если они видят, насколько общество, например, или люди в других странах далеко идут, да, то есть само собой они хотят развиваться. Да, да? Соответственно, они меняют мышление, да, видя, да. как это происходит в других странах, как там поставлен гендерный вопрос, вообще равенство полов и так далее. Вот очень интересно, то есть меня всегда спрашивают то, что чуждо, оно является ли оно идеальным, да? Да, я была во многих странах, но я бы сказала, что нет, наверное, такого идеального у других, да, то есть у каждого свое, конечно, но есть определенные нормы, да, человеческие, да, вот куда можно стремиться. И даже вот ребятам я вот говорила, никогда не сравнивайте себя с другими. Как раз это вот закладывается именно с раннего детства, да, вот во время ваших мероприятий со школьниками, в детских домах, там, в других учреждениях, как раз вы об этом говорите, правильно? Да, то есть я тоже говорила о том, что, то есть, надо изучать опыт других. Хотите быть успешными, как он, посмотрите, какие шаги они прошли, да, то есть какое-то руководство можете для себя получить, но никогда не надо себя сравнивать, потому что ты другой, да, то есть каждый человек уникален
Поэтому именно нужно рассчитывать на себя, сравнивать себя с собой, но тем не менее просто использовать опыт других для того, чтобы посмотреть, что на самом деле можно. Да, то есть это и касается, то есть, международных отношений. И, Эльнура, ведь таких уроков в средних школах нет, да? Да. То, о чем вы говорите на своих лекциях. И, на мой взгляд, это очень важно и нужно это делать. Как вы подчеркнули, да, нет таких лекций. И даже когда мы были в 2 детских домах, ребята с интересом так восприняли информацию, потому что им, может быть, да, преподаются определенные уроки, как уроки, но им никто не рассказывает про возможности, например, какие проекты есть, как можно эти проекты писать, например, да, как можно какой-то маленький бизнес развить и как-то это подать, стартап, да, каким может быть. То есть такой информации у них нет. Есть прогрессивная молодежь, то есть мы очень гордимся нашей молодежью, но есть также молодежь, у которой этих инструментов нет. И в данном случае вот именно у государства, у Министерства образования. И эти знания очень Есть. полезны, да, это информация, которую вы даете детям Да, в процессе конечно. лекции. Вот что касается проекта «История успеха», что вы для себя лично вот, почерпнули, какие положительные моменты вы для себя вообще получили в процессе этого проекта? Я очень благодарна организаторам, потому что мне именно попались очень интересные ребята, у которых, то есть в процессе тренинга, то есть это даже не тренинг был, а скорее презентация, да, то есть презентация. И в процессе этого мероприятия я могла видеть, как меняется мировоззрение детей, да, это может быть даже час, 1,5, 2 часа. Это даже по глазам, наверное, да. видно, да, зачастую. То есть вначале все-таки именно вот те ребята, которые по жизни сталкиваются с трудностями, у них, к сожалению, как таковой веры нет. Да, то есть и также они говорят, что не все устойчиво, да, то есть это уже, сейчас я к этому приду. Первое, то, что даже за короткий период времени можно в чью-то жизнь внести свою лепту, да, то есть можно рассказать о том, что на самом деле есть, и чтобы они, ребята, не закрывались у себя в коробочке, да, то есть видели, что есть возможности, и не обязательно быть очень богатым или суперумным, да, для того, чтобы вот получить эту возможность. На самом деле, вот через столько старания можно много чего добиться и много чего можно увидеть. Ну и очень важный момент — это мотивация, конечно, пример другого живого человека, да? Это, мне кажется, ну, просто может изменить человеке все, перевернуть его мировоззрение и дать хороший такой толчок для развития собственного. Да. И второй, говоря о втором уроке, который я для себя извлекла, это, да, очень хорошо, что, то есть мы можем взаимодействовать с подрастающим поколением. Но второй вопрос, это касается устойчивости. То есть мы не можем каждый день быть с этими людьми, да, то есть ребятами. Поэтому, то есть благодаря таким проектам у нас есть возможность, мы можем и сами, то есть ездить, рассказывать об этом. Но видите, как бы несколько человек не могут покрыть всю страну, да, на самом деле. Конечно. Поэтому было бы, конечно, хорошо, то есть, например, государство, да, это целые институты, чтобы они где-то у себя учли то, что это все-таки такой я думаю, ваш проект «История успеха», вот он послужит примером, которому последуют и другие, да, в том числе, может быть, государственные учреждения, Министерство образования, да, все, кто работает с детьми, молодежью. И призвала бы, вот, да, такие институты работать вплотную с фондами, с гражданским обществом, с теми, кто вот действительно может государству в этом смысле как бы быть партнером. Хотел бы вас спросить еще о сложностях, с которыми вы столкнулись вот в процессе проекта «История успеха». Наверняка они тоже были. Краткосрочность, да, некоторых
То есть очень быстро проходит время, Мгм. и как один или три человека мы не можем охватить многих. Мгм. То есть и остается такое ощущение, что да, надо, не дай... Хочется сделать большего, Да, да? хочется сделать большего, хочется сделать большего. И мне кажется, этот проект должен продолжиться, и, может быть, даже в больших масштабах, потому что действительно много чего нужно сделать, и по времени просто вот очень сжато получается, и как бы такие инициативы требуют, мне кажется, продолжения, потому что конечно, рассказать человеку это одно, а если постоянно взаимодействовать, да, то есть можно уже получить конечный продукт. Ну, это должна быть, конечно, широкомасштабная просветительская работа по-хорошему, в том числе и через средства массовой информации, через вот подобные проекты, как ваша «История успеха». Ну и в заключение, что бы вы могли посоветовать подрастающему поколению Кыргызстана? В первую очередь я бы хотела сказать ребятам верить в себя. Это очень важно, то есть несмотря на то, находишься ли ты на вершине успеха или упал и не знаешь, поднимешься или нет. То есть бывают разные моменты в жизни. Очень важно верить в себя. И не падать духом. И не падать духом. Это самое главное, Да, пожалуй, в любом деле, да? Да, да. И второе, мне кажется, не стоит ставить рамки. То есть, опять же, нет ничего невозможного, а невозможное мы придумываем сами. Да? То есть, на самом деле, вот этих рамок нет. Есть такая очень большая вселенная, очень много возможностей. И ты просто должен готовить себя для того, чтобы, когда наступит правильное время, то есть получить эти возможности. Ну и уметь преодолевать собственную лень, наверное, да? Да. Что да, очень важно да. сегодня. Ну что ж, спасибо вам за интересную беседу. Я напомню нашим телезрителям, что в гостях у нас была Эльнура Сулайманова, основатель фонда Inspire Central Asia. Спасибо вам. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся в следующих программах. Всего хорошего, до новых встреч.